Симптомы ротавирусной инфекции в Абхазии в этом году, как правило, не имеют специфических особенностей. Это резкое ухудшение самочувствия, подъем температуры тела, сопровождающийся тошнотой, рвотой и диареей. С наличием таких симптомов в Республиканскую Сухумскую детскую больницу обращаются до 60 человек в сутки, как местные жители, так и гости столицы. Каждый год вот эти инфекции, энтеровирусная, ротавирусная кишечная инфекция, они плюс еще добавляются те, которые приехали к нам на отдых, они тоже с детьми приезжают, но большая часть, так как инфекционные в полном объеме сейчас работают, они обращаются туда. Те, которые по старой памяти, по незнанию пришли сюда, если требуют помощи инфекционной больницы, естественно, они направляются туда. Наряду с ротавирусными инфекционными заболеваниями в этом году наблюдается обширное распространение кори, ветрянки и коклюша. Вот ковидные года был период, когда выпали от вакцинации дети, и есть родители, которые тоже отказываются от прививок. Инесса Камля также подчеркнула, что в этом году немало детей, кому понадобилось и оперативное вмешательство. В летний период в особенности их количество больше, потому что это каникулы, это приезжают те, которые гости, те, которые наши местные коренные, которые живут за пределами, они тоже приезжают домой. Это дети, они бегают, прыгают, получают травмы, что-то ломают. На фоне кишечных инфекций хирургические осложнения бывают. Они попадают в хирургическое отделение, им тоже оказывается помощь. На сегодняшний день в этой больнице не хватает врачей узкопрофильных специальностей, таких как реаниматолог, анестезиолог, нефролог, эндокринолог, кардиолог и неонатолог. Но не может порадовать тот факт, что в этом году коллектив детской больницы пополнился молодым специалистом, детским хирургом Саидой Адлиба. Кардиолога детского тоже нету. Ей были тоже постковидные осложнения, где нам требовалась консультация кардиолога. И у нас всегда это вызывало вот сопряжение, да, связаться со взрослыми, связаться извне, помочь ребенку на месте, разобраться на месте. Всегда, конечно, вот такие моменты возникают. Несмотря на то, что вспышка ротавируса в Абхазии всегда ожидаема как местными жителями и врачами, так и туристами. Каждый год многим отдыхающим все же приходится сталкиваться с этой неприятной инфекцией. Бывают случаи, когда течение болезни достаточно тяжелое. Малыш сильно отравился с осложнениями, пришлось обратиться в больницу. Слава богу, врачи помогли. Да, были кровотечения у нее, да, из кишечника и все. Но за несколько дней врачи помогли. Поправили, скоро домой поедем, надеюсь, здоровые. По словам главного врача инфекционной больницы Астамура Гуния, в сутки с признаками ротавирусной инфекции в отделение обращается около 100 пациентов. Но обращаемость примерно в районе 100 больных в сутки. Это вот минимум 100 больных. Это которые обращаются. Из них, естественно, мы не всех госпитализируем. Около, наверное, 15-20% госпитализируем, хотя в госпитализации нуждаются как минимум половина этих больных. Ну, как правило, это же отдыхающие люди, они очень неохотно соглашаются на госпитализацию, очень каждый день хотят использовать в своем отдыхе. А вот сегодня утром у нас в 2 кабинетах, где по 5 больных мы капаем одновременно, даже этого было мало, то есть 10 человек одновременно капали, этого не хватало, еще в очереди сидели. И поступали тоже очень многие. Это было утром. Непредсказуемо. Это через час то же самое может быть. По словам Астамура Гуния, оборот койко-дней большой. На смену одних пациентов приходят другие. Здесь стационарным и амбулаторным больным предоставляют бесплатное лечение. В течение недели может одна палата сменить несколько больных как минимум. Все вот и амбулаторные, и стационарные больные, которые проходят лечение в стационариях, обеспечивает город, я уже неоднократно говорил. Это силами города мы обеспечиваем всех стационарных больных. А амбулаторные, которые просто обращаются, мы оказываем помощь и не укладываем. Это силами министерства, которое нам помогло, министерство и само государство обеспечило препаратами. Гости и жители столицы не устают благодарить докторов и медсестер этого отделения за своевременно оказанную медицинскую помощь. Да, у ребенка была рвота, высокая температура. Помощь оказали очень хорошо, врачи хорошие, внимательные. Благодарим очень заведующий. Каждый день приходит по 2 раза, смотрит ребенка.
Мы очень довольны. Спасибо большое. Ротавирусная инфекция передается через воду, грязные руки, немытые фрукты, овощи и тесные контакты. Поэтому элементарное соблюдение правил гигиены защитит от заболевания. Адица Сагария, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.